учебы ты сможешь изучить углубленно корейский, китайский, японский, персидский, турецкий, арабский, а также сможешь познакомиться с их культурой, историей, полностью погрузиться в эти вот страны. Если ты будешь хорошо учиться, то сможешь поехать даже по обмену туда учиться. У нас проходят лекции не только вот в квадратных стенах аудитории, мы выходим за ее пределы. Мы ходим по Уфе и строим свои маршруты, чтобы впоследствии продемонстрировать их студентам нашего факультета, студентам не нашего факультета, иностранным студентам. Каждая пара абсолютно, она какая-то своеобразная, она необычная, она с новым подходом. На простых элементарных примерах, то есть на пальцах, нам объясняли сложные вещи, и так делает абсолютно каждый преподаватель в БГУ. Это немаловажно. За время учебы студенты могут раскрыть себя с разных сторон, то есть развиваться в сфере перевода, в сфере вообще филологии. Филология, она же очень обширная, и они могут развиваться в разных структурах филологии. К нам приходят разные дядечки, тетечки, которые очень интересны. Мы знакомимся, берем друг у друга контакты, а потом пишем им, говорим: здравствуйте, я журналистка, начинающая журналистка, вы можете мне помочь? И он говорит: конечно, я помогу вам. И это очень классно, потому что у нас изначально есть какая-то база. Я думаю, что университет в целом про то, чтобы знакомиться, про то, чтобы набирать себе базу контактов. Я могу работать в сфере туризма, в гостиничном деле, я могу быть аналитиком, я могу работать гидом-экскурсоводом, переводчиком. Мы по итогу будем знать как минимум 4 языка. Английский как основной, по выбору турецкий, китайский, арабский. Наша группа, например, выбрала турецкий и китайский, но я изучаю и то, потому что мне прикольно. И еще у нас на 4 курсе добавляется немецкий. После выпуска ты сможешь работать переводчиком, в политику работать или куда-то гидом, работать в редакции, в СМИ. Очень много направлений, куда ты сможешь потом дать свои знания о восточной стране, о восточных знаниях. Тьюторами, пиар-менеджерами, менеджерами в разных компаниях, в пресс-службах разных компаний, в сфере СМИ, в редакциях и так далее. На нашем факультете возможностей много. Ну, например, я, скорее всего, буду вот как раз-таки идти по тропе журналиста. Благо, у меня уже есть предложение по работе, только потому, что я знакомилась. У нас проходят разного рода стажировки. Мне предложили работу в Крыму. Я работала в 4-звездочном отеле в Крыму, в городе Алушта. В мои обязанности, например, входило бронирование номеров, работа в программе Shelter, регулировала какие-то конфликтные ситуации, отвечала на входящие звонки и делала исходящие звонки. По итогу мне дали сертификат, который я впоследствии могу предложить работодателю и сказать: я крутая, я знаю, как это делается, меня надо брать. Тебе стоит поступать на наш факультет, если увлекаешься, например, корейской культурой, как сейчас это очень популярно, китайской, японской. Если ты готов посвятить себя полностью изучению этих стран, этих языков, этой культуры неизведанной. И если ты, конечно, грезишь мечтой о том, чтобы туда поехать, возможно, остаться там жить, тебе обязательно нужно поступать к нам. Абитуриентам стоит поступать на факультет башкирской филологии, востоковедения и журналистики, если они хотят быть в центре внимания СМИ республики, и не только, если они горят желанием интересоваться литературой, если им нравится весь этот движ, который происходит в универе. В нашем университете каждый день происходят какие-то мероприятия, практически на каждом принимаем участие. Знакомимся с разными представителями средств массовой информации, то есть мы уже здороваемся, если мы видимся, мы уже знакомы, то есть это очень здорово. Если вы хотите развиваться разносторонне, если вы хотите брать возможности в свои руки, а не просто ждать их, вуз конкретно вам ничего не может преподнести на блюдечке, если только вы не будете работать. Чем больше ты нарабатываешь вот эту вот практику и опыт во время учебы, тем легче тебе будет в дальнейшей жизни. Девочки и мальчики на первом даже курсе улетали в Турцию работать трансферным гидом. По итогу ты не мечешься в стороны: ой, я хочу туда, я хочу сюда. Ты уже понимаешь и осознанно идешь к своей цели и поднимаешься по карьерной лестнице вверх. Это здорово.